Но позвольте представить вам гостя нашего. Это Житинев Александр Анатольевич, доктор филологических наук, профессор Воронежского университета. Одно время был научным сотрудником, как это расшифровывается, DFG, коллег Forschungsgruppe в университете Трира. Вот. Но вот он имел доступ к архиву Айги, который находится в Бремени. Это исследовательский центр или что-то такое, да? В Бремени, да. Вот. Ну вот из этого, вот, работая с этими текстами, ну, черновиками многих стихотворений, вот родилась эта книга Айги «Поэтика черновика». Но кроме этого, у Александра Анатольевича было много книг. Это, например, поэзия неомодернизма. Она входила в шорт-лист премии Андрея Белого в номинации «Гуманитарное исследование», эмблемата «Аматория» 2015 года книга, «Палата риторов», избранная работа о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций 2017 года. Краткая история нового в российском дискурсе об искусстве. Эта книга является победителем грантовой программы Музея современного искусства «Гараж». Ну и последняя книга – это современная российская поэтология и проблема экфрасиса. Вот такая библиография у нашего автора. Ну, сейчас, естественно, мы, наверное, предоставим слово самому автору, потому что книгу мы только получили, пока еще не читали, хотя в 2019 году здесь была у нас конференция «Поэтическая культура, пограничье и безграничье творчества Геннадия Айги». И вот Александр выступал там с докладом, как раз вот, который вот в этой книге тоже он как бы имеется. Вот. Но это уже вот такая довольно объемистая, серьезная монография. Мы, конечно, имеем дело большей частью уже с готовыми, опубликованными текстами, так сказать, каноническими, а вот здесь как раз открывается какая-то другая сторона творческой работы поэтов, ну, в данном случае Геннадия Айги, которая, ну, в конечном итоге приводит потом к какому-то окончательному тексту. Но вот те какие-то поиски, искания, которые происходят в процессе написания какого-то текста, они тоже очень важны. Иногда, может быть, в них есть какие-то такие ключи, ну, к творчеству данного поэта. Александр, пожалуйста. Спасибо большое, микрофон. Я рад приветствовать дорогих гостей и всех, кто смотрит эту презентацию или эту запись, если будет запись на сегодняшнем событии. Мне очень приятно оказаться именно в Чебоксарах, в Чувашии. Для меня это в какой-то степени долг благодарности, признательности, поскольку именно здесь я всегда находил очень теплый и очень радушный прием, и мне хотелось бы хоть в виде книги отплатить благодарностью. И в этой связи кажется уместным, поскольку некоторые герои этой книги здесь присутствуют, начать с текста благодарности, который открывает эту монографию. История создания этой книги – это история долгой жизни с текстами, к которым хотелось возвращаться. В этом смысле это одна из лучших историй, которые только могут произойти, и я рад выразить за нее благодарность. Мне хотелось бы поблагодарить Галину Борисовну Кубурскую Айги, без любезного разрешения которой я не смог бы работать с архивом Геннадия Айги в Бременском институте Восточной Европы в 2013 году. Архив не был разобран, и я рад возможности выразить признательность его сотрудницам, госпоже Галине Потаповой и госпоже Марии Классин, за доступ к необходимым мне материалам
материалом и содействии. Я благодарю за доброе отношение к моим ранним опытам Атнара Петровича и Гажетмуд Данбаема Хузангай, знакомство с которыми в 2009 году стало началом моей долгой работы с текстами Геннадия Айги. Я рад возможности выразить свою признательность Надежде Аркадьевне Сильвестровой за разговор о выставке Айги и Чувашской народной вышивки, Наталье Михайловне Азаровой за научное общение и возможность участвовать в тематическом номере Russian Literature и Дмитрию Николаевичу Воробьеву за дружескую переписку и поддержку. Книга эта создавалась довольно долгое время, около 10 лет. Писалась она от случая к случаю и состоит из серии очерков, посвященных текстам, над которыми Геннадий Айги работал особенно долго. И в прошлом году стало очевидно, что, наверное, стоит завершать вот эту фрагментарную и долгую работу в какой-то целостной книги, что, в общем, мне удалось сделать. Ну и дальше я бы хотел немного рассказать об истории этой книги и, может быть, о некоторых выводах главных, к которыми я пришел. И тут можно, наверное, запустить небольшую презентацию, которая была подготовлена. Книга называется «Поэтика Айги», ну, поскольку обложка очень светлая, первый слайд там такой супрематический, его почти не видно. Книга называется «Поэтика Айги», и в ее основе лежит простое предположение, которое было проверено анализом текстов, о том, что в случае с Геннадием Николаевичем история создания текста по своей духовной насыщенности, смысловой насыщенности может быть равноценно или почти равноценно готовому тексту. И в каком-то смысле история – это не подготовительный этап к итоговому результату, а самоценный процесс, который для поэта может быть очень длительным и в котором он очень часто не ставит перед собой никаких ограничений, да, не предписывает себе закончить работу в какой-то определенный момент. Практика показывает, что к текстам своим Айги очень часто возвращался, и любая степень завершенности, даже отмеченная его авторскими пометами, датами, не означала, что это точка. Для него любой результат в этом смысле был промежуточным результатом и допускал возможность заново вернуться к тексту, который обретает новую жизнь при каждом новом прикосновении поэта. Но дело не только в том, что работа над текстами длительная, часто сложная, она нелинейная, то есть в ней нельзя говорить о каком-то последовательном прогрессе и направленном переходе от одного варианта к другому. Здесь есть и возвраты, и очень сложные блуждания, иногда предполагающие откат к начальной какой-то версии, с которой работа началась. Важно еще и то, что черновики принципиально отличаются от опубликованного текста в нескольких важных отношениях. Первое различие состоит в том, что для Геннадия Николаевича Айги черновик – это такая форма бытования текста поэтического, когда он обращен только к поэту. Здесь еще нет читателя, здесь еще нет фигуры публичный, он еще не вынесен в некое публичное культурное пространство, этот текст. И в этом смысле это более интимное и какое-то содержательно-личностное пространство, в котором проговариваются многие детали, кажущиеся лишними, ненужными или второстепенными, когда текст приобретает иное качество и оказывается, наконец, опубликованным. В этом смысле, как совершенно правильно сказал Атнар Петрович, у Айги в некоторых случаях, не всегда, черновик предлагает не только сложную историю поэтической мысли, он содержит некие спрятанные ключи к исходному замыслу, к некой точке отсчета, может быть, к начальному впечатлению, из которого родилось стихотворение. И без обращения к черновикам читатель часто оказывается дезориентированным, может быть, чуть-чуть обедненным в своем понимании, потому что итоговый текст часто скрывает эту точку отсчета, никак на ее не указывает, что, может быть, отчасти усложняет восприятие и делает часто тексты Айги закрытыми, герметичными, не самыми легко доступными для понимания.
И еще один момент, о котором кажется важным сказать. Черновик, или точнее корпус черновиков, потому что в архиве Бременского института Восточной Европы находится очень большое количество рукописей поэтических. Этот корпус черновиков позволил мне сделать еще одно открытие, такое небольшое научное, которое состоит в том, что Айги совершенно по-особому, как я понимаю, теперь представлял себе место поэтического высказывания в мире. Да? Для нас нормальной и правильной оказывается ситуация, когда слово создается для того, чтобы быть услышанным, прочитанным. И оно в полной мере реализуется только когда оно обретает читателя, реципиента. Айги представлял себе поэтическое творчество немного иначе. В его понимании слово может состояться вне всякого реципиента, просто потому, что оно является частью некоего состояния, духовного, природного, может быть, да, или оно фиксирует некий момент взаимодействия человека с природным, может быть, космическим пространством. И у него, и об этом я пишу в книжке, есть совершенно замечательный и очень странный текст, стихотворение, написанное на березе, которое состоит из названия. Самого стихотворения нет в черновиках. И нет его ни на этом листе, ни где бы то ни было. И контекст, связанный с его написанием, и авторское пояснение, что эти стихи были действительно написаны в лесу около Ленинграда, свидетельствует о том, что это в каком-то смысле знаковый такой пример для Геннадия Айги, потому что стихотворение не просто возникло в лесу, оно там и осталось. И авторское пояснение стихотворения «Благодарность». Это благодарность, обращенная к миру, к лесу. Это текст, обращенный к дереву, к лесу, к живому пространству. Да? И его совершенно не обязательно в этом смысле было сохранять для культурного мира, для, так сказать, какой-то коммуникативной человеческой среды. Да, от стихотворения сохранилось только название. Это полноценное высказывание в его понимании. Да? И не случайно, что это стихотворение, написанное на березе, оно так в черновиках и осталось, оно опубликовано не было. И вот эти наблюдения, эти небольшие открытия, сделанные при работе с рукописями, убедили меня в том, что Геннадий Айги – это поэт, для которого черновик очень важен и может быть самым правильным и самым подлинным, самой подлинной формой, так сказать, существования поэтического текста является его существование в становлении, в переписывании, в самокорректировке, в многовариантности, когда авторская мысль устремлена сразу во множество сторон, да, и за ней очень сложно, оказывается, уследить. Но можно двинуться дальше. Да. Значит, как я уже сказал, моя работа с текстами Айги началась, в общем, довольно давно, и я так понял, что первым опытом был очень наивный и такой чистосердечный текст, опубликованный в 2009 году, посвященный авангардному тексту в творчестве Геннадия Айги. Это был опыт первого приближения только к этому сложному поэтическому миру, и тогда еще ничто не указывало на то, что с этим материалом я буду очень тесно и долго связан. Ну и дальше можно двинуться. В 2013 году, когда я был руководителем небольшого исследовательского проекта для молодых ученых, и у меня была возможность немного попутешествовать в рамках задач этого проекта, я написал письмо директору Бременского института Восточной Европы, где находится один из самых больших архивов неофициального искусства советской эпохи, и где находится очень много личных архивов поэтов второй половины XX века, и в частности архив Айги, с просьбой помочь мне и предоставить возможность поработать с материалами архива. И я получил очень любезное приглашение и обещание всевозможного содействия.
чем, конечно, и воспользовался. И мне радостно в очередной раз выразить благодарность всем сотрудникам архива и, прежде всего, тогдашнему директору, госпоже Сюзанне Шаттенберг, за то, что архив предоставил мне такой режим максимального благоприятствования, и я мог свободно копировать, как я понимаю, на длительное время недоступные теперь исследователям материалы. Ну и дальше можно листнуть. Далее, еще одной вехой, с которой, собственно, все началось, стала конференция в Москве в Институте русского языка в 2014 году, посвященная Геннадию Николаевичу Айги, по материалам которой спустя, наверное, 1,5 года в Амстердаме вышла моя первая статья, посвященная черновикам. Это текст о стихотворении Ницше в Турине. Выбор был обусловлен тем, что это стихотворение содержит наибольшее число черновых листов в архиве Айги. Их там несколько десятков, и работа над этим стихотворением велась более года. И об этом можно утверждать, опираясь на авторские даты, которые в черновиках поставлены. И можно следующий слайд тоже показать. Вот таким вот образом выглядит расшифровка черновика этого текста, мой черновой рабочий материал, который я далее пытался как-то интерпретировать, выстраивая в последовательность, конечно, отдельные страницы и пытаясь объяснить себе логику поэтического движения от одной страницы к другой. И это была очень интригующая и вдохновляющая работа, поскольку именно здесь выяснилось, что Айги совершенно по-особому представляет себе пространство поэтического, что ли. В чем здесь самые значимые особенности? Ну, стоит, наверное, сказать о том, что черновик – это в высокой степени вариативное такое пространство, где ничто не установлено окончательно, где и сам набор поэтических образов, и логика связей между ними, и фигура поэтического субъекта, лирического «я» – все находится в трансформации, в динамике. Да? И в результате возникает очень многомерная такая картина поиска, когда Айги пытается для себя выяснить, кто является героем стихотворения. Это Ницше, это он сам, это некий обобщенный образ художника в растерзанном таком безвремени, когда сложно осознать свою миссию и сохранить себя. Например, да, что является принципиально важным, так сказать, да, для этого текста? Мысль о том, что человек искусства обязательно жертва, и только в своей жертвенности он обретает творческую силу, или мысль о том, что это жертва просветленная, или мысль о том, что вне зависимости от успешности или неуспешности, профессиональной или писательской, слово все равно состоится. Вот Айги снова и снова задает себе разные вопросы, и задавая себе эти вопросы, он переписывает текст заново. И удивительная особенность его работы состоит в том, что он почти не фиксирует, по крайней мере в начальной стадии, какие-то готовые фрагменты. То есть текст приводится в движение заново, как бы, да, и Айги не обращается, как правило, длительное время к предшествующим вариантам, так, как если бы их не было. Он каждый раз старается пересобрать все целое заново, на новых основаниях. И это означает, что все связи постоянно находятся в движении. И чем в конечном счете эта работа завершится, это вопрос открытый. Почему Ницше и почему так много внимания было уделено именно этому стихотворению? Это тоже отдельная и важная тема, и в книге сначала мне казалось это случайностью, а сейчас мне кажется, что это закономерно и что это правильно. Почти все эти стихотворения обращены к кому-то. Это адресованные такие тексты. Не всегда тексты обращения, но тексты, предполагающие оглядку на какую-то важную для Геннадия Айги фигуру. Это философы Ницше, Леонтьев, Соловьев, это писатели, поэты, художники, музыканты.
постоянные собеседники и вдохновители айги. И это очень важно, потому что почти каждое такое стихотворение – это такая история очарованности личностью другого человека и попытка создать некий оммаж такое, да, стихотворение восхищения, обращенное к этому герою. Ницше здесь фигура номер один, поскольку и Айги об этом писал и говорил неоднократно. Для него это образ-символ эстета, артиста. Для него это не только и не столько философ, с которого начинается неклассическая философия конца XIX – начала XX века, сколько артистическая натура, человек, для которого бытие в искусстве важнее, чем, может быть, результаты творческого процесса, чем книги, тексты и так далее. И не случайно для Айги точкой отсчета оказывается трагическая история помешательства, связанная с Турином, да, в 1889 году, значит, широко известная и сделавшая Ницше такой легендарной жертвенной фигурой. Айги в этой истории видит некий символический знак-образ судьбы художника, поэта, человека искусства в трагическом 20-м столетии. Да, поэтому так много и так сложно он работал над этим текстом, и поэтому этот текст для него был настолько важен и значим. Ну и можно дальше перелистнуть. Это вот как раз в черновике стихотворение, которое обращено было к художнику Владимиру Яковлеву. В книге есть небольшая главка, посвященная этому тексту, стихотворение «Крик розы рисунки». Следующий слайд. И дальше вот есть такая пестрая схема, которую я как раз 5 лет назад, получается, сделал, для того, чтобы визуализировать, сделать наглядный процесс работы поэта над поэтическим черновиком. У каждого текста своя такая схема. Вот этот пример, он интересен тем, что он предлагает не так много вариантов, его проще свести в некую такую таблицу. И сегменты, которые здесь обозначены одним цветом, это фрагменты, которые повторяются из одного черновика в другой, из одного варианта в другой. И, как мы видим, здесь меняется и композиция, и место какого-то фрагмента в структуре текста, и меняется сам набор каких-то ключевых элементов. В некоторых случаях, как вот это было с синим фрагментом, да, текст присутствовал, так сказать, в начальных этапах работы, потом пропал, потом вернулся. Вот для Айги это тоже характерная история. Да. То есть получается, что текст действительно пересобирается, и в нем обнаруживается только несколько устойчивых таких элементов, которые переходят из одного варианта в другой. Следующий слайд можно. Ну и вот на протяжении довольно долгого времени, с большей или меньшей регулярностью, примерно по одной работе в год, я писал потихоньку о разных черновиках, разбирая тексты, пытаясь предложить реконструкцию их истории, собирая какие-то комментарии. И в 2023 году появилась работа, которая обозначила некую перспективу приближения к финалу. Да, это была работа, посвященная текстам-однострокам, опубликованная в журнале «Новое литературное обозрение» в Москве. Вот. И после того, как это... Да, и в ней, в этой статье опубликовано очень много неизвестных ранее одностроков из Бременского архива. Их оказалось гораздо больше, чем в книгах Айги опубликовано. Вот. Так что я чуть-чуть расширил наше понимание, так сказать, о поэтическом корпусе Геннадия Николаевича. Эта статья сделала для меня очевидным то, что, в принципе, в каких-то, наверное, как мне кажется, основополагающих закономерностях
работы с поэтическими текстами, свойственных Айги, я разобрался, и, наверное, работу можно продолжать и дальше. И, наверное, какие-то статьи будут еще уже после этой книги появляться. Но общая логика выстроена, да, и, соответственно, надо уже переходить к тому, чтобы продумать композицию, дописать какие-то фрагменты, которые этого заслуживают, ну и, в общем, ставить точку, потому что такая работа, она имела все шансы стать бесконечной и, в общем, никакому результату, такому осязаемому в виде книги не привести в конечном счете. Ну и следующий слайд. Да, это вот как раз такой трогательный листочек-обрывок, да, «Роза, сердце мое», да, который свидетельствует о том, что не все поэтические тексты Айги, конечно, предполагали длительную сложную работу. Были и тексты экспромтного такого характера, хотя сам поэт говорил о том, что они для него не очень характерные, да, и очень часто он перебарывает слово, и даже если оно не поддается, это не бессмысленная работа, а работа, открывающая в этом слове что-то сложное и новое. Да. Я всегда работаю только над стихами, цитирую я Айги, работаю всегда, ибо выдерживание периодов молчания тоже работа. Стоит отметить, что работа над словом, когда оно не поддается, нравится мне особым качеством в такие часы и дни, может, больше узнаешь некоторые свойства слова, знания которых может пригодиться во время удачной работы. Знание это для Айги было важно, и в этом убеждает обращение к его эссе, к его интервью, где он время от времени, не постоянно, упоминает о каких-то наблюдениях своих собственных, связанных с поэтическими черновиками. Да. Он упоминает о черновике Хлебниковского манифеста «Буква как таковая», пишет о черновиках Божидара, пишет о черновиках Константина Иванова, Тхтхи, да, и так далее. То есть для него черновик чужой, в том числе, был предметом постоянного и устойчивого творческого интереса. Да, и не стоит удивляться тому, что и его собственные черновики стали для него предметом такого внимательного и тщательного разбора. Ну и дальше можно прилистнуть. Значит, вот на этом слайде, он предпоследний, композиция моей книги, она очень простая. Книга, как я уже сказал, состоит из серии очерков. Каждый очерк посвящен реконструкции истории какого-то одного стихотворения. Расположение этих историй не хронологическое, а содержательно-тематическое. Да, начинается все с философов, продолжается художниками и искусствоведами, да, и заканчивается текстом Гемры, посвященному очень странной такой, так сказать, исторической фигуре. Да. Это фигура связана с национально-освободительным движением в Российской империи в XIX веке. Да, и так сказать, это Шамиль и Гази Магомед, да, там два главных героя, вот, которых, по крайней мере, Гази Магомеда, ну, собственно, оба они этим качеством наделяются, Айги воспринимает не только как исторических лиц, но и как поэтов. Да, и очевидно, что, так сказать, он был в курсе этой истории, и это делает это стихотворение, ну, во многом уникальным и очень своеобразным в контексте его творчества. Значит, цветом здесь обозначены этапы работы. Зеленый – это текст, с которого все началось, и который, как мне стало очевидно в 2023 году, необходимо было переписать заново, потому что первоначальный вариант меня не устраивал уже и казался мне поверхностным, не очень, может быть, глубоким, интересным. И статью, с которой все началось, статью о стихотворении Ницше, я переделал полностью. Ничего практически не осталось от изначального варианта. Красным цветом выделены тексты, которые я написал в течение 2023 года, очень торопясь, поскольку у меня заканчивался
грант, и он теперь уже, так сказать, совершенно завершился. Книга выпущена при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Поэты и поэзия в постисторическую эпоху». Ну и, торопясь поставить точку до начала семестра, я надеялся, и, в общем, в результате больших усилий мне это удалось, завершить работу в августе. И так совпало, это и случайность, и не случайность, что книга была завершена 21 августа, в день, который является совершенно не случайным в контексте айгианы, да, и день, который известен для всех айгистов. Далее возник вопрос о издании и издательстве, и мне совершенно посчастливилось получить предложение от главного редактора издательства Яромира Хладика Игоря Булатовского. Книга была достаточно быстро и очень профессионально подготовлена к печати в Петербурге и вышла в начале декабря прошлого года. Ну и последнюю страничку тоже можно показать. Значит, я думал над обложкой немножечко. Мне не хотелось уйти от банального и напрашивающегося хода, когда на обложке размещается рукопись, раз в тексте идет речь о рукописях. И я решил оттолкнуться от такой поэтической, лирической, может быть, ассоциации. В книге разбираются два цветочных стихотворения Айги, где, в частности, упоминается о жасминах. И я попытался, сравнивая разные тексты, выявить специфическую именно для Айги семантику этого цветка, его значения ситуативные и свойственные именно ему, а не взятые из культуры. И жасмин, как мне показалось, оказался образом, который в понимании Айги наделен наибольшими сакральными смыслами, да, особенно белый жасмин, да, это такой, ну, портал такой, да, вот в пространство священного, сакрального, святого, и это портал, одновременно связанный с творчеством, как бы, да, и поэтому я решил остановиться именно на образе цветущего жасмина, который отсылал бы и к природному становлению поэтического текста, и к важному для поэта образу-символу, ну и вызывал бы ассоциации уже у читателей этой книги. Это более или менее все, что я хотел сказать. Спасибо вам за внимание. Будут какие-то вопросы или реплики, суждения? Да. Конечно, есть. Это просто наиболее характерный пример. Повторюсь, корпус черновиков огромный, и я исследовал значительную часть, но не все. Поэтому при более внимательном разборе, наверное, обнаружится что-то похожее. Просто рукописи требуют очень внимательного прочтения, их даже прочитать, восстановить текст не всегда просто. Если это тысячи листов, то понятно, что задача очень большая. Но чуть-чуть об этом я пишу в главке, которая посвящена заглавиям, и там воспроизводится стихотворение заглавия, которое чуть-чуть похоже по своему типу и по своему замыслу вот на стихотворение «На березе», да, потому что для Айги вот такое сжатие текста до заглавия как раз и означает вот эту медитативную природу текста. В примерах такого рода, их несколько у него, вот это
восточная самоценность переживания, она выходит на первый план. Да, и действительно в этом случае не так важно, будет текст опубликован, не будет, сохранится он, не сохранится. Поэтическое высказывание здесь и сейчас состоялось. Да, оно стало событием в мире поэта, оно стало событием просто в мире, и этого уже достаточно. Само слово уже проявилось, да, да. Да. У меня возникло ощущение, что слово воспринимается им, ну, в самом буквальном смысле бытийно, как бы, да, вот как реальность, да, которая вот уже существует, как только она родилась. Да. Да. И это, может быть, отчасти объясняет еще одну деталь. Ну, у меня не было такой задачи, это отдельный и сложный вопрос. В черновиках очень много текстов не опубликованных. Вот. И здесь тоже возникает вопрос, с чем это связано, с высокой требовательностью к себе, с намерением, может быть, вернуться к работе над какими-то черновиками, или, может быть, с тем, что... Да, или, может быть, текстов уже так много, что он какие-то тексты забывал, например, особенно тексты экспромта, которых очень много в рукописях. Вот. Это тоже большая такая и сложная тема, так что рукописи еще содержит много открытий, я никоим образом не претендую на то, чтобы точку поставить или что-то. Наоборот, вот это некое первое приближение, мне кажется, только вот к этому сложному и богатому материалу. Да. Да, реконструкции, да. Ну да, конечно, я упоминаю ее, конечно, тоже в своей книге, но Наталья Михайловна, у нее свой просто взгляд как бы, да, на поэтические тексты, и это взгляд, ну, не может быть альтернативный моему, потому что в нашем впечатлении мы иногда расходимся в разные стороны. От текста она предлагает одну линию интерпретации, мне кажется, что возможно и другая, не противоречащая первой и не отменяющая ее. Вот. И книга, которую она тогда выпустила вместе с Граус, да. Это книга, которая, ну, является таким соразмышлением, что ли, на самом деле, с Айги, потому что это поэтический, конечно, проект, а не исследовательский, поскольку для исследования там не очерчены параметры, как бы, да, и не всегда понятно, в какой мере реконструкция, как она проведена, эта реконструкция, да, то есть это... Да, что осталось от тайги, что не осталось от тайги, совмещены ли тексты на одной странице, потому что они в черновиках так расположены, или потому что так показалось составителям, что их уместно сопоставить. Поэтому это интересный опыт, но к нему очень много вопросов. Да, он не академичен, он творческий по своей сути. Да, это немножко другой взгляд. У меня принципиально другая такая позиция, невмешательская, созерцательная. Вот, и я работаю только с материалом, в котором я уверен. Да, и если мне что-то не удается расшифровать, то, соответственно, я там ставлю скобки, да, неразборчиво, не прочитано, чтобы вот, так сказать, не придумать за Айги что-то, что... Да, не вторгаться в его текст, потому что нет у меня такой цели. Но для читателя он окончательный, он же не имеет возможности что-то увидеть еще. Да, но мы в этом смысле, как ни странно, с ней в одном пункте согласны. И в частной беседе это подтвердилось. И она согласилась со мной в том смысле, что даже если Геннадий Николаевич на черновике ставит дату, а для него это обычно знак того, что текст закончен, да, это ничего не значит. Да, потому что спустя какое-то время, там несколько месяцев или год, или даже много лет, он может к этому тексту снова вернуться. Да, и здесь есть тоже такой пример, это стихотворение, посвященное Владимиру Соловьеву, по-моему,
где стоят разные даты в черновиках, причем разница между ними в несколько лет. Да, и Айги выбирает для публикации последнюю дату, когда текст был завершен, и все комментаторы в дальнейшем они указывают, вот, что текст был и написан тогда, что не так. На самом деле он просто долгое время жил в черновиках. Вот такая вот история была замечательная. Нет, еще пока. Вот он как раз очень прям хорошо вписывается в эту вашу историю с работой с черновиками. Стоит такой столб, но это вообще чувашская традиция, может быть, это Петрович такой подскажет. Вообще лучше вам там побывать, конечно. И там есть цитата из стихотворения Ильи, что за места в лесу поют их Бог. И вот этот столб, стоящий посередине соснового леса, соединяющий небо и землю, ну, там очень много, конечно, смыслов, и он вот как раз о том, что для Айги вот это вот высказывание в пространстве, обращение к лесу или обращение к дереву было невероятно важно. И вот то, что вот это вот подчеркнули, конечно, тоже такой подарок всех читателей. Спасибо большое. Александр Анатольевич, вы уже не первый раз в Чебоксарах, так? Да. Ну, немножко, конечно, наверное, в сравнительном плане вы заметили, наверное, что круг наш узковатым становится. Вот. Ну, в жизни человека исключительно важное значение имеет слово. Сказанное и несказанное тоже. Вот. Но в этом смысле, вот я пришел, если я ничего не сказал, чего же он пришел, ничего не сказал и ушел, я должен сказать что-то, так? Ну, во-первых, вы проделали большую работу в плане, ну, как исследовательский подход. Интересные наблюдения, заключения. Ну вот в чем нужность данной работы вы видите? Для кого? Для какого круга людей это? Спасибо. Это очень хороший вопрос. Для какого круга? Для узкого круга. Ну, во-первых, это люди, которым интересно творчество Айги, и которые хотели бы, может быть, что-то узнать новое, потому что для меня ценность работы с черновиками состояла в том, что мне самому приходилось искать ответы на вопросы, связанные с комментарием к тексту. Да? И очень часто то, что мне удавалось узнавать, да, то, что известно о тех или иных стихотворениях, было недостаточным для их понимания. Да, вот в стихотворении Гимры, в частности, самый характерный пример, потому что все комментарии в опубликованных сборниках Айги рассказывают о том, что этот текст входит в число дагестанских стихотворений, и, собственно, все. Да, больше ничего об этом стихотворении мы не знаем. А стихотворение это для Айги принципиально, потому что оно связано с его размышлениями о национальной истории, национальном движении, может быть, о перспективах этого национального движения в неофициальной среде советской, там, да, есть ли будущее у этого движения или нет. То есть это очень сложный текст, он историосовский, да, и об этом ничего не написано. Мне пришлось самому вот эти все связи как-то восстанавливать, догадываться о чем-то. Ну, надеюсь, это удалось и сделать. То есть, во-первых, эта книга поможет, я надеюсь, дальше издавать Айги с комментариями, да, делать понимание отдельных стихотворений более полным, глубоким. Это самая очевидная цель. А во-вторых, эта книга связана с еще одной моей такой темой, интересующей меня очень сильно. Это тема черновика и такого творчества как процесса. Да, и я обратился
вопросам к некоторым из своих знакомых, как они относятся к собственным поэтическим черновикам, хранят они их или нет, что они для них значат. Получил самые разные ответы, и мне повезло собрать небольшую коллекцию современных поэтических черновиков, так что я буду в этом направлении работать дальше. Да. Ну вот, я немного пишущий человек. Я всегда думал, что искусство, особенно литература, влияет на эстетические вкусы людей, вооружает людей определенными идеалами. Вот. Даже на мировоззрение влияет искусство. Вот в этом смысле я уж давно наблюдаю. Я эти статьи Артема Петровича тоже с карандашиком, что он пишет о Баки. Но вот этого касательства с национальным мировоззрением, самосознанием народа, вот здесь все равно, мне кажется, творчество его стороне стоит. Никак не приближается оно. А если с точки зрения сегодняшнего дня, то он, конечно, далек. Он далек. Ну, например, даже когда говорит о красоте, там, я красота или Бог красота, ну, эти вещи, они ведь, мы и так уж, наша чувашская литература в последнее время слишком, ну, что ли, чуть ли не прислугой церкви становится. Многие пишут это. Вот. Сейчас возле исследования небывалой высоты завещания Ивана Яковлевича Яковлева, где тоже 19 веком веет. Вот в этом смысле, наверное, люди правильно относятся к Айге. Круг читателей ведь небольшой. Круг читателей. Вот и мы издаем Айги, и вы стараетесь. Но вот если пройтись по библиотекам республики, книги, они стоят чистенькие. Отпечатков пальцев читателей там очень мизерно. Вот так и получается. Но человек живет сегодня. Вот он сегодня живет, и народ сегодня живет и думает о будущем. А для будущего нам нужно более современные идеи, более современные идеалы нужны. Но вот в этом смысле поможет ли нам в этом вопросе творчество? Спасибо большое. Замечательный вопрос, просто прекрасный. И у меня есть ответ. Первая презентация этой книги была в Москве, в Российском государственном университете, и организована она была молодыми преподавателями и аспирантами. Вот. И я с большим удивлением выступал перед очень молодой аудиторией людей. Для большинства из них Айги – это фигура из учебника. Да, то есть это что-то очень далекое, классическое, не про них, и, ну, как мне казалось, не очень им интересное. Вот. И для меня самым большим открытием, обнадеживающим открытием стала очень долгая и очень заинтересованная беседа после презентации с очень умными вопросами. То есть эти молодые люди, которые Айги знают очень неглубоко и, может быть, понаслышке, они заинтересованы оказались вот этим разговором, и, наверное, и книги разобрали все после презентации. Да, вот. У меня книг не осталось, вот, так что я с большим... То есть они не просто ушли, они могли уйти, как бы, да, никто их не принуждал у меня там эту книгу брать и так далее. Это был естественный порыв. Им было интересно, и это убедило меня в том, что это важно и современно. И
отвечая на ваш вопрос о современности, мне хочется снова вернуться к стихотворению Ницше в Турине. Там очень современный опыт ведь выражен, который сегодня важен, и важен для людей разных поколений. Это опыт свободы. Да? Потому что Айги, поясняя, чем для него важен был Ницше, он рассказывал о том, что пока я не прочитал его книги, мне казалось, что я живу в каком-то коконе идеологии, коконе готовых смыслов, коконе чужого опыта. И когда я прочитал эту книгу, с меня как штукатурка стала сыпаться. Да? То есть для него чтение стало опытом освобождения, обретения себя. Да, для любого человека, читающего, думающего, пишущего, опыт свободы всегда актуален, поэтому я думаю, что Айги современен и будет современен вот этим, потому что этот освобождающий потенциал, он очень важен, и он делает его книги живыми и, я надеюсь, интересными. Может быть, нужно найти какие-то пути новые для того, чтобы вот эти очевидные мысли открыть, но ведь это задача любого интерпретатора, любого человека культуры, актуализировать смыслы, да, сказать молодому человеку, что это про него, да, что это не где-то в культуре существует само по себе, а что это про тебя. Да, что это тебя может сделать интереснее, сложнее, богаче, что ты можешь обрести себя, вот, так сказать, во взаимодействии с этими стихотворениями, с этими или любыми другими. Поэтому я думаю, что даже если отпечатков пальцев нет, это еще не значит, что все плохо. Значит, они будут когда-нибудь, когда время появится нужное для этого. У меня к Андрию Петровичу. Вот, Андрей Петрович, вы страстный, поклонник, пропагандист за последний год. Чего мы добились, в принципе, вот, пытаясь пропагандировать творчество Айги, чего мы добились? Вот, где оно вот сейчас, результат, где оно заметно? Ну, во-первых, я не пропагандист вообще. Вот. Ну, что значит, чего мы добились? Ну, поэзия, мне кажется, она вообще ничего не добивается. Вообще. Она просто существует и все. Как он писал в одном интервью, там, отвечал на вопросы. Это как снег, как погода. Вот оно есть и все, так сказать. Ну, что поделаешь. Она существует. Вот. Такая поэзия. Есть другая поэзия какая-то у другого автора, может быть. Вот. Но это вполне нормально. Я думаю, что он, окружающий нас мир, говоря так высокопарно, он такой сложный, такой многообразный, поэтому и существует много разных поэтов, которые по-своему, каждый пытается как-то вот, осмыслить, что ли, этот мир как-то, представить там, через слово, там, скажем, и так далее. Айги делает это по-своему, наверное, так. Вот, скажем, можно говорить там, о его востребованности, невостребованности. Я думаю, что вообще у настоящих поэтов читателей не должно быть много. У Айги их немного, но это очень такие качественные читатели. Вот, скажем, мы в январе этого года, 5 января, здесь была презентация книги Айги, которая вышла вот недавно в издательстве «Эксмо» в Санкт-Петербурге. Она вышла 10-тысячным тиражом. 10-тысячным тиражом. Это для наших времен, для современности, это вообще небывалый какой-то тираж вообще. И она практически, как говорят сами издатели, она разошлась там по разным библиотекам российским, там туда-сюда и так далее. 10 тысяч. Когда сейчас максимальный тираж, наверное, для поэзии, для поэтической книжки, может быть, 1000, может быть, максимум 1500, может быть, там, не знаю, экземпляров. Вот, а это 10 тысяч. Значит, какая-то потребность, какой-то интерес к его поэзии есть у самых разных людей. Об этом писала хорошо Ольга Седокова в таком своем, как сказать, это, после того, как он ушел из жизни, в 2006 году в Новом литературном музее была опубликована ее статья «Последний отъезд». Вот она очень писала, что вот его считают не только здесь, там, в России, но и во многих самых разных странах. Вот сейчас недавно вышла книжка на китайском языке, например, которую мы еще не держали в руках, но знаем, что она вышла. Вот. А чего мы добились? Я думаю, мы ничего не пытались добиться.
Мы просто хотим, чтобы, не знаю, вот мое такое ощущение, вот когда, скажем, мой отец тоже ушел из жизни в 70-м году. Я занимался тогда, учился в университете, еще на Восточном факультете, у меня были совсем другие там интересы, так сказать. Но мне кажется, в таких случаях надо делать что? Потом я стал заниматься подготовкой его книг, там, ну, составление, там, все прочее и так далее. Нужно как бы делать то, что как бы присутствие вот данного человека в мире, оно как бы продолжается. Вот. И вот для этого нужно как-то, ну, там, издавать книги, проводить всякие мероприятия и так далее. Вот я думаю, что мы с Айги тоже, вот, хотя он как бы, его нет среди нас сейчас, но мы делаем вот это дело, чтобы он как бы присутствовал все равно, так или иначе. Своими книгами, своими стихами, книгами о нем, так, о его работе там, и так далее. А потом действительно, вот комментированных изданий Айги очень мало. Вот было издание Григория Натапова, издательство «Радуга», там есть комментарий. Потом был комментарий в книге «Провинция живых», которую составлял Арсен Мирзаев. И вот последняя книга, которая просто называется «Стихотворение», там тоже есть комментарий Арсена Мирзаева. Но вот это знакомство или углубление вот в эти черновики, в эту работу, черновую работу поэта, скажем так, она как раз действительно очень важна и многое может как бы прояснить в творческой истории того или иного текста, стихотворения, вот, когда это, что это, как это было и так далее. Это действительно нужная работа. Но это, наверное, дело будущего, когда будет такое, ну, академически строгое, с хорошим комментарием издание. То, что сейчас издается собрание сочинений, оно, конечно, не академическое, скажем так, но, тем не менее, оно идет. Оно идет, и, к сожалению, многие вот пишут, и из-за рубежа, в том числе, вот, оно как бы недоступно, ну, так широко, оно как бы здесь вот, в Чувашии, как бы замкнуто, распространяется как-то, ну и все. Вот. Хотя многие, вот первые тома, там, первый, второй, третий уже они давно выходили, там, начиная с 8-го года, вот. Но их вообще, наверное, нет уже, в принципе. Это как бы не совсем правильно, наверное. Я вот почему-то всегда думал и продолжаю думать, что национальное самосознание без писателей, без людей искусства, оно развиваться не будет, топтаться будет на месте, или преобладать будет взгляд назад, в прошлом. Вот я недавно прочитал в одной газете, сохраняя прошлое, будем строить. Ну, это все утопия, это и теоретически неверно. Как бы сохраняя прошлое, это в газете написано. Но мне такие вещи не по душе, конечно. Ну вот, хотелось бы, если я чувашский писатель, я сын чувашского народа, я всеми фибрами души должен работать, значит, в интересах народа, чтобы повлиять хоть немножко на национальное самосознание. Вот. Но вот у Геннадия Николаевича Айги вот у этого образа народа, народ, судьба, как он сейчас, что его ожидает. Но он вот в ограниченном, как говорится, пространстве ушел, но вот к народу он не приблизился. Ну, это все относительные понятия, кто приблизился к народу, кто страшно далек от народа, это все неизвестно. Но, тем не менее, именно Геннадий Николаевич представил чувашскую словесность, фольклорную и авторскую тоже в мире.
на всех, так сказать, ну, не на всех, сначала вышел такой сокращенный вариант на венгерском языке, это антология чувашской поэзии, затем более полный вариант на итальянском языке в 1986 году, затем на английском языке и на французском языке 91-96 года. Это уже по линии ЮНЕСКО, вообще это международный такой большой охват. И последнее издание было на шведском языке. Вот он свою миссию, я думаю, как народного поэта, представив чувашскую поэзию, чувашское слово в мире вообще достаточно хорошо выполнил, я думаю. Мало кому это удавалось вообще. А то, что он там не восклицал «Ой, мой любимый народ» там, и так далее, это все довольно условные вещи, так сказать. Но тут так получилось, что должна была быть еще презентация еще одной книги, перевод в переводной книге норвежского поэта Тура Ульвина, но, к сожалению, получилось так, что один из переводчиков, Дима Воробьев, он в Ешкарале находится, там ту дорогу, которая из Ешкаралы в Чебоксары, это Вяткинское шоссе, или как оно называется, перекрыли из-за снегопадов, поэтому сейчас там он находится, так сказать, в ссылке в Ешкарале пока. Вот поэтому мы эту книгу, конечно, видели. Интересная такая большая, серьезная книга. Ну, наверное, как-нибудь в следующий раз с ней тоже познакомимся. Так, ну что, мы потихоньку завершаем нашу работу. Вот. Спасибо всем большое. Ну и поскольку я привез какое-то количество экземпляров, я с большой радостью готов подарить тем, кому книга будет интересна.